Добрый вечер, дорогие друзья. Можно попросить вашего внимания и всех дойти сюда, если можно. Пожалуйста, все почитатели талантов Рустама Сахаватова, мы очень рады вас видеть сегодня. Сегодня Рустам Сахаватов, известный дагестанский, я даже не знаю, как это назвать, человек. Такой замечательный вот человек во всех смыслах: музыкант из розового здания, дизайнер самых крутых проектов, художник, друг. Я думаю, что в прошлой жизни это был мой брат, мне так кажется. Рустам попросил меня несколько недель назад почему-то провести вернисаж. Мне очень больно, на чужой площадке всегда очень сложно, но тем не менее я не могу отказать замечательному художнику. И попробуем сегодня красиво открыть этот замечательный проект. Много маленьких пространств проекта Рустама Сахаватова, который представляет сегодня в стенах выставочного зала Союза художников Республики Дагестан. Выставка уникальная. Художник, прошу видеть, жалко, кто не знает, Рустам Сахаватов, еще раз аплодируем. Автор этих замечательных полотен. Я извиняюсь, я не посчитала, сколько здесь вещей, я думаю, около 100, да? Да. Вот. Ну, видно. Живопись, графика, смешанная техника есть. И хотя он и отказывался, но смотрю, в последний момент появились еще компьютерная графика и цифровой печатью. Но, тем не менее, это все является... Мы знаем Рустама очень давно, много лет назад. Он делал свою первую персональную выставку в маленькой первой галерее Новинарского. Это была мобилография. Тогда еще мобильники были примитивные, но уже тогда он умудрялся делать очень интересные штуки. И почти впервые, да, он был революционером в том отношении, что он первый сделал принт-выставку, распечатал эти вещи, закрасил стены под тот цвет, который ему нужно было. И это была на самом деле очень оригинальная, интересная выставка с очень большим потоком посетителей. Я запомнилась очень. Потом мы наблюдали за ним на выставках и в основном в Фейсбуке. Он постоянно, вы знаете, да, всегда сбрасывает нам на ночь свои оригинальные вещи с не менее оригинальными комментариями, которые мы все поддерживаем всегда. И я скажу, что уровень его растет, я как куратор могу сказать. Мне очень понравилась его работа Герником, которую вы видите здесь. Она, правда, в уменьшенном варианте, она смотрится лучше в масштабе. Потрясающая вещь, она участвовала в Кавказской биеннале. Вот тогда, наверное, мы начали уже плотно с ним работать как с художником. Ну а сейчас о выставке. Очень, я вам скажу, очень разные впечатления, очень разные ощущения. Очень много навевает мыслей. Я не буду сейчас давать свою оценку, комментировать, я просто проведу этот вернисаж, но я хочу тебе сказать, что крайне редко мне хочется написать о выставке, а вот об этой хочется. И я, наверное, напишу, но надеюсь, ты не обидишься. Много, да, напишем. Вот хочется и высказать свои мысли, потому что и то, что он взялся за такие форматы, это сегодня вообще очень революционно. Все пишут вот так, совсем мало. Неинтересно, скучно. Посмотрите, какие размеры, очень хорошо. Цвет открытый, не боится работать, в хорошей экспрессивной манере. Это такой хороший, я бы сказала, путеводитель или же наглядное пособие по экспрессионизму. Такое, чтобы понятно на пальцах объяснить, что такое экспрессионизм, вот он перед вами. Ну и, конечно, его большая тяга, большое понимание, большая приверженность двум знаменитым художникам современного искусства, это Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд. Это замечательные художники, в которых я благодаря твоей выставке тоже влюбилась. Я их поняла, это что-то очень потрясающее, конечно. Вот. И я вижу, знаете, абсолютно нету, не то что копий, нету никаких цитат, нету никаких подражаний, но есть абсолютное присутствие Бэкона и Фрейда, есть. Вот я его чувствую, может быть, кто-то не согласится. И это, я думаю, что твоя большая-большая заслуга в этом, да, потому что ты, может быть, и не живешь по их принципам, и, может быть, ты не переживаешь так, как они, у тебя другой градус переживаний, да, потому что это другое время, и это другая ситуация, но, тем не менее, перекличка очень большая.
И я хочу сказать, что ты молодец, спасибо тебе за эту выставку. И я хочу, чтобы такие же слова сказали те, кто сегодня пришел на твою выставку. Видишь, как много людей. Они все в восторге, я надеюсь. Вы все счастливы. И мне бы хотелось дать слово человеку, конечно, нельзя было начать без Шавката Алиханова. Я думаю, что надо было мне не говорить. Спасибо. Добрый вечер, Соломон Алексеевич. Спасибо, что пришли. Отдельный, конечно, рассказ за этого парня, потому что мы с ним это еще очень давно, когда он, будем так, отыграл еще музыку, и неплохо, и тогда еще, если кто-то слышал, знает, была такая группа «Розовое здание», где играли джаз, импровизация, и причем человек без образования, то есть музыкального, делал такие вещи, где просто сходу, и у него, я молчу уже про другую вот, поездку, про то, что он читал, и он всегда, как черт побери, говорит, с вами не с кем пообщаться, потому что вы читали это или это, ну, каждый из нас как бы в своем ключе, ну, ему там где-то улыбаясь, ну, он говорит, да, с вами скучно, да, с вами это, и в один прекрасный момент узнаем, что он начал потихоньку что-то писать, да, мы как бы прошли школу, художественное училище, у нас как бы, и приходя к нему в мастерскую, смотрел, как там, мы где-то, слушай, а ничего, нормально, я-то как бы всегда, как бы, зная его другие качества, ну, в плане, как бы, так вот, и другие приходят, ну, так, посмеиваясь, говорят, ну, что там, мазьмин какой-то или что-то, но, опять же, я же говорю, это упертость, это его желание и его видение. Вот он, в этом есть, вообще, я говорю, именно проживая у нас здесь, казалось бы, внешне какой-то у нас такой вроде так сухо, вроде так жестко, вроде какие-то вот крайности, сразу на хихи, на это, опять же, мы живем в таком краю живем, где это обязательно какой-то прессинг или что, но тем не менее, опять же, я же говорю, я не знаю, что следующее будет у него, да, но он обязательно что-то еще сделает. Это опять же, учитывая, что этот человек закончил когда-то ПТУ, потом сельхозинститут, ветеринарный факультет. Причем, это, он, опять же, все его этапы жизни, и вся вот его внутренняя, его, опять же, да, то, что Ибрахим, где-то, конечно, Чангайши, ну, я могу много радоваться, могу то, что, как говорится, особенно вот последний из работ, которым его осенило, вот этот портрет, ну, то, что мы видим с той стороны, это его из... И он говорит, Шамхал, я, говорит, это все уже забыл, это мне неинтересно, мне вот то интересно. И это нормально, я желаю ему только, чтобы он пришел, развивался и успеха. Спасибо. Ну, насчет сельхозинститута это ничего. Эти, которые просто закончил физико-математический, Марат Хаджиев с Гюльмир закончил политех строительный, это ничего страшного, я еще вспомнил. Много замечательных людей. Кстати говоря, Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд тоже не имели художественного образования. Так что... Наталья Константиновна Савельева. Мне бы очень хотелось ваш комментарий, слушать, профессионально известный дагестанский художник, преподаватель Государственного Джамала. Ну, я уже сказала этому молодому человеку, что пора завязывать мне живопись вообще. Зачем все это делать, когда есть художники вообще. Все остальное как бы уже вторичное и не стоит наших усилий. Благодаря этому человеку. Нет, а серьезно, я вот впервые за определенный период времени, достаточно долгий, нашла, что посмотреть в этом зале. Вот реально я хожу и смотрю и получаю удовольствие, потому что много выставок, которые здесь были, мне абсолютно не давали никакого ни эстетического удовольствия, ни работы мозгу, ни работы чувством, ничего. А здесь я кайфую, да. Прекрасные вещи. Да, ну я такие вещи и делать-то не умею, да, и не мыслить-то так, и энергии у меня столько нет. Потрясающе. Я просто счастлива, что сегодня пришла и что тебя знаю.
конечно, мы ждали, мы не начинали так долго, без Сабира Гейбатова, нашего известного культуролога, философа, учителя, оценка которого всегда для нас очень важна и очень... Мы ее ждем с очень большой опаской. Да, аплодисменты вот. Мало. По меньшей мере в том смысле слова, что как бы все пришли в ожидании какого-то драйва. Ну, вот странный, я говорю, махачкалинский, извините меня, матом не хочется ругаться, да? Но как странно, вроде хотят, а вроде не могут. Или могут, но не хотят. Знаете, что я думаю вообще? И что я здесь вижу? Я вижу нормальных людей. Я вижу истории мальчиков и девочек из Махачкалы. Я вижу массу скепсиса, и я вижу массу желаний. По-моему, это живопись о желаниях. По-моему, это живопись об амбициях. По-моему, вот этот красный ковер, когда Шамхал говорит сегодня здесь, ну вот просто на сборе, вот просто сейчас, просто борьба на этих мальчиков. И хоть если мы говорим, что тот или иной художник принадлежен как к традиции авангарда, слышат Бекона или слышат там, черт его знает, миллионы имен, то он должен в этом смысле соответствовать. Город породил Рустама. Замечательный просто мой брат, очень любимый мной человек. У него вообще офигительная, освещенная всеми богами супруга. Нет, вот это здесь. В Гане то, что это было. Мне хочется чего, господа? Мне хочется поделиться любовью и желанием. Мне хочется поделиться своими словами, точно так же, как Рустам, где-то бескомпромиссно, а где-то все мы чего-то боимся. О чем эта выставка? Выставка о как это может произойти в новой дагестанской искусстве. Где оно будет услышано? Я думаю, в какой-то мере это зависит от того, насколько вы услышали вашего походного слова. Есть, может быть, желание кому-то сказать. Я думаю, что очень многих появилось желание что-то делать, смотря на эти работы. Мне самой захотелось писать, что-нибудь такое сделать. Надоело быть куратором, надоело быть нянькой, завхозом и так далее. Хочу быть художником, мне это очень нравится. Мне сегодня очень... Анна Борисовна, я с ней сегодня торговалась. Слова как поздравления. Человека действительно незаурядного. Я с удовольствием слушала, что музыкант, дизайнер я знаю, причем таких хороших проектов. Этот человек, конечно, у истоков стоял компьютерной графики. Я когда-то лет 10 до этого приглашала к себе даже, чтобы студенты ознакомились с какими-то программами компьютерными. И тогда это было настолько все ново для нас, которые вот еще в этом деле совсем величайниками. Мы и сегодня не самовары, хотя самовар хуже, чем никогда, да? А раньше, но смотря какой, если не электрический. Я просто хочу поздравить Рустама с таким чувством цвета замечательным, который действительно взрывает. Вот если бы был жив этот фотограф, он бы радовался, думаю, походно, потому что это то, что он когда-то начинал, с большим удовольствием это все делал, и многие его тоже не понимали. Сейчас, конечно, люди, которые не имеют отношения к искусству, спрашивают друг друга, объяснить, разъяснить, а что здесь изображено.
А я думаю, что ничего не надо разъяснять, получать надо просто удовольствие от цветовой гаммы, от сумасшедшего размера, который, тем не менее, хорошо впишется в какой-то современный интерьер большого дома, большой квартиры. И замечательно, что у нас есть такой креативный человек, художник и просто человек искусства. Я бы хотела предоставить из желающих еще, в принципе, как бы последнее слово дадим товарищу. Последнее. Ну, кто-то с этой замечательной красной дорожки хочет сказать во всеуслышание. Фатима Гусейнова, известный дагестанский художник. Пожалуйста. Я считаю, что лучше, чем плохое подражание Богу, всегда лучше, когда человек пытается сказать что-то свое. Я однажды встретила Рустама, ты помнишь, Рустам? Мы с ним разговаривали о том, что у него будет выставка и так далее. И он мне сказал: надоело мне ваша буду писать гиперреализм. Я сейчас шла и думала, сейчас буду смотреть просто вот такие фотографии больших размеров. Ну ладно, пойду потусуюсь. Вот. И сейчас мне приятно, что все-таки Рустам сказал свое слово, и неважно, напоминает это кого-то или нет, но все-таки человек, я считаю, что мысль, она материальна больше, чем любое другое подражание. Вот, за твою мысль. Спасибо. Достаточно, в принципе, сказано. И еще будет сказано, что мне безумно приятно видеть вас всех на выставке. Причем хочу сказать, что прежде всего не считаю себя художником в таком академическом плане. Тем более, когда вижу напротив себя Наташу Савельеву или Юсупа Хатмагомедова, которых я мог бы назвать художниками, в том понимании, в котором привычно слышать об этом. Я думаю, что, скорее всего, я человек, который пытался, у которого в процессе жизни накопились какие-то вопросы. И каждая моя работа – это вопрос содержит в себе и содержит ответ. И мне что бы хотелось? Человек, подходя к нему, постарался услышать, увидеть этот вопрос, постарался понять этот ответ мой на этот вопрос, поставленный самую себе. Насколько это мне удалось, не смогу сказать. А то, что действительно есть определенная грань, когда из беспредметного каким-то образом, да, были определенные люди, художники, да, которые сломали мои стереотипы. И действительно, вот Шамхал, когда сказал, что я выходил, убедился, что я немножко... Мне то, что я делал до этого, как-то стало уже немножко неинтересно, потому что я думаю, что я